Всем привет, друзья! Это снова я, Матео Лай. Я бренд-шеф ресторана Jamie Oliver, Jamie's Italian в России. И сегодня я хочу вам показать такое блюдо, которое стало хитом в ресторане Jamie Oliver. И одно из моих любимых блюд. А это ризотто с креветками и цукини. Смотрим сразу ингредиентов, которые понадобятся для этого рецепта. Это рис, креветки, сливочное масло, цукини, вино, тимьян, пармезан, лук, репчатый, лимон, оливковое масло ди цеко и немножко базилик. Начинаем сразу. Я вам хочу показать, как правильно зачищать креветки. Берем зубочистки и уберем кисетчики сюда, потому что они в горке, поэтому надо снимать. Все, вот так, очень удобно. Можно сделать с ножом, но зубочистки очень удобно. А если хотите узнать о большем секретах, подпишитесь на мой YouTube канал. Для одной порции ризотто 80 грамм уже достаточно. Так, после креветки начинаем нарезать цукини. Уберем сначала все зеленое и оставляем белый отдельно. Нарезаем зеленый просто в кубиками. Вставляем сковородка в плита. Поставим в нужную температуру. Смотрите, как у меня удобно. Моя плита есть режим тач. С одного касания сковородка нагреется. Добавляем оливковое масло ди цеко. Туда будем обжарить цукини. И остальные нарезаем то же самое в кубиками. Добавляем немножко соли и перец. И обжарим буквально 3 минуты. Это карнароли. Если вы не найдете рис карнароли, можно использовать рис арборио. Пока цукини обжарится, мы начинаем нарезать немножко в лук. Примерно 40 грамм каждый 100 грамм рис. Вот. И нарезаем тоже мелко, примерно размер ризотто. На плите у меня уже стоит бульон овощной, я уже раньше делал, и просто поставил на режим подогрева. Вот так, обжарим вот эти цукини. Смотрите, какие остались зеленые, это будут отдаст цвета на мои ризотто. Складываем на вот этот стакан для блендер. И сейчас будем немножко перебивать вот эти цукини. Добавляем немножко овощной бульон. Туда, вот так. Потом сюда добавляем пару листиков из базилик. Добавляем в базилик. Он будет дать ароматное, свежее. Сбиваем все наше пюре из цукини. Спасибо Blender Point. Добавляем немножко оливковое масло ди цеко и обжарим остальные цукини, которые мы будем добавлять уже в ризотто. Вот так. Обжарим. Добавляем немножко соль и перец. И мы можно начинать готовить в ризотто. Вставляем нужная температура. У меня плиты с тачем, очень удобно. И начинаем обжарить на другой сковородке или сотейнике в лук. Вот так. Добавляем. Смотрите, как у меня удобно. В моей плите есть режим FlexiZone, который соединяется два комфорка в одном. И поэтому можно использовать большой размер сковородки или посуда для вашего приготовления. Добавляем рис. Вот так. 100 грамм рис в каждой порции. И начинаем обжарить. Это первый секрет нашей ризотто. Надо обжарить хорошо рис, потому что он сделает вот такой корочка внаружи, и рис приготовить правильно.
и не превратиться в каша. Хорошо. Наши цукини для ризотто готов. Оставляем здесь. Когда рис начинает скрипеть, означает, что готов. Заливает вино. Белый сухой вино. Вот так. Добавляем 30-40 грамм вино. Выпариваем и потом потихонечку начинаем добавлять бульон. Потихонечку, потому что бульон не должен, как паста, сварить на много объем жидкости, а просто надо добавлять чуть-чуть, выпариваем и добавляем заново. И сейчас можно добавлять овощной бульон. Если у вас есть возможности, можно сделать даже рыбный бульон. Очень подходит с креветками. Мешаем ризотто. Кстати, в моей плите есть автоматический режим тушения. И плита сделает все для меня. Если надо ответить в телефон или сын позвонит. Все, я не переживаю. Не сгорит ничего. Ризотто продолжается готовить. Сейчас добавляем цукини, которые мы уже обжарили. Добавляем пюре из цукини. Вот так. Итак, друзья, почти в конец, поэтому добавляем креветки. Добавляем креветки почти, когда ризотто уже готово, потому что креветки, они очень деликатные. И надо сварить очень быстро. Добавляем 100 грамм креветки на 1 порции. Мешаем. Когда надо добавлять сливочное масло и пармезан, всегда выключаем плиту или доставаем из огня, потому что сливочное масло и пармезан хорошо сделают нужную консистенцию из крема. Добавляем немножко пармезан. Пармезан с креветки очень сочетается. Джимми Оливер тоже любит готовить ризотто, а если хотите взглянуть, заходите на его фудтуб. Оставляем ризотто всегда all'onda. All'onda это значит как волна. Добавляем в ризотто немножко свежий тимьян. Перемешаем и наше ризотто цукини уже готово. Смотрите, какой цвет, красиво. Консистенция all'onda, как волна. Да? Когда мы стучаем, ризотто распределяет на тарелку и означает, что консистенция это правильно. Еще добавляем немножко тимьян, оливковое масло, дечеко, свежий ароматный базилик. И это, друзья, это мой ризотто с цукинами и креветки. Это сделаю я, а сейчас попробуйте вы. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, если хотите узнать больше секретов. Всем пока. Чао-чао. Хочешь узнать больше? Подпишись на мой YouTube канал. Здесь кнопка.